Талибан ответил на заявление Путина о формировании коалиционного правительства. США и Казахстан ищут пути для экспорта нефти в обход санкций против России. ООН инициирует независимое расследование жестокого подавления антиправительственных протестов в Иране. Касым-Жомарт Токаев посетит Россию после переизбрания. Формирование коалиционного правительства Афганистана является внутренним вопросом страны. Так ответил на заявление президента России Владимира Путина о необходимости создания коалиционного афганского правительства официальный представитель радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, Билял Карими, сообщает телеканал Толо Ньюс. Путин на заседании глав государств Организации договора о коллективной безопасности 23 ноября в Ереване высказал мнение, что формирование коалиционного правительства в Афганистане является приоритетом для России и стран Центральноазиатского региона. Приоритетная задача на данном этапе – обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в котором войдут представители всех этнических групп на необходимом уровне, сказал в частности Путин. Карими заявил, что формирование правительства в Афганистане должно зависеть только от самих афганцев. Формирование политической системы и формирование коалиционного правительства – это внутренний вопрос страны, и Исламский Эмират, как действующее правительство Афганистана, будет принимать решения во благо нашего народа, сказал Карими. Американские компании обсуждают с властями Казахстана альтернативные пути для экспорта нефти из республики с учетом санкций в отношении России. Об этом сообщил посол США в Астане Даниэл Розенблюм, передает Кастак. Крупнейшие компании США являются основными партнерами в вопросе энергии, и также эти компании сыграли большую роль в развитии нефтеперерабатывающего сектора энергетики в Казахстане. Сейчас важно убедиться, что, несмотря на ситуацию в мире и проблемы с трубопроводом КТК, все ресурсы смогут дойти до Запада, сказал Розенблюм. Ключом к решению проблемы, с его слов, является поиск альтернативных маршрутов поставок. Одна из основных вещей, за которыми мы сейчас следим, это нефть и ресурсы из России. И в рамках санкций, чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, это большая координационная работа между европейскими странами, США и Казахстаном. И ключом разрешения этой проблемы будут альтернативные пути провоза ресурсов из Казахстана. Этот вопрос очень остро сейчас стоит, отметил посол. В этой связи он напомнил о достигнутых договоренностях, что казахстанскую нефть будет транспортировать через Азербайджан с начала 2023 года. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций проголосовал за начало независимого расследования жестокого подавления антиправительственных протестов в Иране. Об этом пишет «Гардиан». Голосование прошло на заседании СПЧ ООН, созванном по инициативе Германии в Женеве вечером 24 ноября. 25 делегатов проголосовали за начало расследования, 6 против, 15 делегатов воздержались. Голосование рассматривается как значительная победа правозащитников, поскольку теперь существует механизм подачи доказательств злоупотребления со стороны государства, что повышает вероятность судебного преследования в международных судах, указывает издание. Напомню, что массовые антиправительственные протесты в Иране начались в середине сентября и не прекращаются с тех пор. По данным правозащитных организаций, в результате жестокого подавления протестов со стороны властей к настоящему времени погибло около 400 гражданских лиц, включая более 40 детей. Порядка 14 тысяч человек были задержаны. С 20 ноября, по сообщениям в социальных сетях, власти стали вводить в городах, где происходят наиболее активные протесты, регулярной части корпуса стражи исламской революции. Подразделение КСИР разгоняет протестующих, как свидетельствуют очевидцы, с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября посетит Россию с официальным визитом, об этом сообщает Аккорда. Отмечается, что это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства. В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Также лидеры двух стран в режиме видеоконференц-связи примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, два президента проведут переговоры, пообщаются за рабочим завтраком и подпишут совместные документы. Это будет полноформатный, очень важный для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит, подчеркнул Песков.